Коми – рожать. Таким лаконичным слоганом можно передать настрой республики. Больше 8,5 миллиардов коми направят в этом году на поддержку семей с детьми. 300 тысяч региональный семейный капитал за первого, третьего или последующего ребенка, родившим первенца до 24 лет включительно, 500 000 рублей. Такие суммы среди рекордных по стране. Мы проанализировали размер регионального семейного капитала по северо-западу, по некоторым регионам. Но, конечно, теперь с учетом нововведений республика на первом месте. А так, в Ленинградской области 176 тысяч рублей, в Архангельской области 119 тысяч рублей, в Мурманской области 141 тысяча рублей. В 10 раз увеличены ежемесячные пособия на продукты беременным женщинам и малоимущим кормящим мамам. Медики получат новый материальный стимул за сохранение и ведение беременности. Вместе это 30 тысяч рублей. Это помимо федеральных и уже действовавших в Коми мер поддержки. К примеру, в 2023 году 90 молодых семей получили социальные выплаты из республиканского бюджета на приобретение или строительство жилья. Социальный контракт помог выйти тысячам семей из трудной ситуации. С 2020 года малоимущих семей в республике стало в 2 раза меньше. Была на отчетно-выборной конференции Союза женщин России и выступала о мерах поддержки, которые введены у нас в республике. Владимир Викторович, от имени Лаховой Екатерины Филипповны, от имени нашего Союза женщин нашей республики огромные слова благодарности, потому что я видела, с какой заинтересованностью все территории России слушали о наших мерах, и на самом деле они не просто беспрецедентные, они на самом деле лучшие сегодня в России. К многодетным тоже растет внимание. Дети 5-11 классов из таких семей с 1 сентября будут бесплатно питаться в школах. Меры поддержки комплексные, они направлены и на сохранение семей, чтобы переломить негативную статистику разводов. Это глубокая тема морали и воспитания ребенка в том, что семья – это святое. И если ты ее создал, ты ее должен нести по жизни вот как зеницу ока и хранить. Вот это тяжелая история. Она тяжелая в том смысле, что она хорошая, но она долгая и очень кропотливая. Коми – один из немногих регионов, где создан курс семьеведения с 5 класса как дополнительные занятия. В федеральном стандарте отдельным направлением это не предусмотрено, но Минобр Коми продолжает продвигать инициативу. Союз женщин Коми выработал целый перечень предложений для повышения роли семьи в обществе. Одно из них – раздельное образование, по примеру, женской гимназии в столице Коми. С первого момента обучения учат не только образовательным предметам, но учат, как быть и хорошей хозяйкой, и хорошей женой, и хорошей мамой. В общем, это очень сегодня нужно в духе сегодняшних требований, укрепления семейных ценностей, духовно-нравственных. Поэтому я очень рада, что сегодня глава сказал, что это правильно, что это он поддерживает. И есть хорошее выражение: если мы воспитываем мальчика, мы воспитываем мужчину. Но если мы воспитываем девочку, мы воспитываем семью. В 2024 году в Коми планируют открыть семейный многофункциональный центр. А на базе кризисного центра будет работать отделение с возможностью проживания для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, пострадавших от насилия и с намерением отказаться от ребенка. Поддержка молодых семей и многодетных в приоритете, а особое трепетное внимание детям и родным участникам специальной военной операции. Безусловно, особое трепетное, чуткое внимание мы должны проявлять к семьям, где погибли наши защитники. И это должно делаться тоже не от случая к случаю, неформально. Это должно быть просто основой нашего сегодняшнего поведения. Вот каждого из здесь присутствующих и ваши подчиненные, независимо, как вы с этим столкнулись, напрямую или косвенно, или просто услышали, всегда проявляйте, не проходите мимо. Всегда проявляйте в этом вопросе истинное, искреннее внимание и сочувствие. В Коми действуют 32 меры поддержки бойцов специальной военной операции и их семей. На горячую линию в координационный центр поступило более 4500 обращений. 96% решены, остальные в работе. На индивидуальном сопровождении больше 400 семей. Накануне глава Коми в 5-й раз встречался с родными бойцов. Настроение их меняется. Появилось понимание, отношение к ним неформальное, отметил Владимир Уйба. Ольга Коняева, Артем Соколов, телеканал Юрган.